На выставке ВДНХ кипит жизнь. Несмотря на то, что вторник, рабочее время, здесь очень много людей, много экскурсий школьников. Деловые мероприятия тоже идут нон-стоп. Сегодня на ВДНХ тематический день, День энергетика. И в рамках этого дня состоялось большое пленарное заседание, которое посвящено теме лидерства и устойчивости энергоотрасли России. Участниками заседания стали представители регионов, ну и, конечно, руководители регионов и представители отрасли. Татарстанцы, конечно, тоже задействованы в тематическом дне. Сегодня в Москве Рустам Минниханов представлял регион. Газ, нефть, уголь, нефтехимия. Сегодня на тематической сессии вице-премьер Александр Новак привел главные цифры энергетической отрасли. За последние 10 лет доля импортозависимости в этой отрасли снизилась с 67% до 38%. Сейчас газификация страны 73,8%. План до 2030 года довести эту цифру до 83%. В целом по отрасли все оптимистично. Россия уверенно держит лидерство в энергосфере. Теперь еще и в нефтехимии. Совершенно неожиданные вещи, включая медикаменты, мебель, ткани, продукцию ежедневного пользования, сейчас делают из полимеров. Даже вот сейчас вы сидите на стульчике, я думаю, что все это сделано из продуктов переработки углеводородов. Поэтому, конечно, развитие этой отрасли и в мире в целом, и для нашей страны очень важно. Татарстан – лидер по производству нефтехимической продукции. Вице-премьер говорит о развитии Нижнекамскнефтехима. Модератор сессии Сергей Брилев показывает. Вот это нефтехим. Вот это нефтехим. Начиналась эта эпопея с Нижнекамска, поэтому, я думаю, сам Бог велел пригласить сейчас главу Республики Татарстан, Татарстан, Республика Сый-Раис, Рустам Нургалиев. Рассказывая о развитии отрасли, Рустам Минниханов сообщил, что по итогам 2023 года в республике было переработано 23,7 миллиона тонн углеводородов с глубиной переработки 99%. Результат работы предприятий нефтехимии – это порядка 30% полимеров России, 42% каучуков, рассказал собравшимся раис Татарстана. Мы считаем, что нам надо двигаться вперед. Вот как было сказано, Этилен-600, он будет уже в начале 2025 года запущен. Это столько же этилена, сколько производит Нижнекамскнефтехим и дальнейшие производные. Второй проект – это расширение производства полимеров на Казань-Оргсинтез. Оба проекта идут, и группа компании «Сибур», вот 50 миллиардов инвестиций вот в прошлом году, в этом году 70 миллиардов. И я уверен, что все намеченные планы, они будут реализованы. Развивается в Татарстане и газохимия, а в производство сопутствующих товаров из полимеров вовлекается малый и средний бизнес. Ну а главный акцент, как заявил раис республики, на экологичность всех процессов. Дина Гзалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва.